Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очередная неделя подготовки к Рождеству Христову, рождественского поста. Так что мы с вами не должны расслабляться. Еще раз говорю, что в отличие от Великого Поста, рождественский богат, в кавычках, искушениями, испытаниями, потому что службы-то хоть они и есть, но отличаются тем, что они стандартные, так называемые. В Великом Посту там огненные службы, если помните, и Великий канон там, и кресту, и что там только нет. Поэтому бдим и молимся более тщательно, и за то, и за другое благодарим Бога. И вот сегодня Евангелие как раз и говорит о благодарении к Господу и о том, что, к сожалению, те, которые иудеи, те, которые под законом, именно церковным, и мы вместе с вами мало благодарим Господа. А вот Иоанн Златоуст говорит, что наивысшая мера веры – это именно славословить и благодарить Бога за все. Не просить, не тем более там покаяние, прошение, там благодарение, а славословие Бога, благодарение Богу. К этому нас приучает тот, который был очищен от проказы и возвратился благодаря, собственно, Богу. Но хочу акцентировать внимание немножко на другом. В этом повествовании есть слова, Господь говорит: идите, покажитесь священникам, да? То есть Он говорит этим 10, один возвратился. Так вот, Господь не отменял эти слова. Он как сказал один раз, так и оно так и есть с рефреном: идите, покажитесь священникам. И вот что мы слышим в мире: иди, покажись массажеру, иди, покажись парапсихологу, иди, покажись тому-то, 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 но не иди, покажись священнику. Вот кто из нас советует другому человеку: иди, покажись священнику? Если человек болеет, если человек даже тщательно следит за своим здоровьем, он идет и показывается терапевту, он идет показываться там, может, другому какому-то врачу, если ребенок, он педиатру там и так далее. Но чтобы показаться священнику в такой же промежуток времени, а надо еще чаще, об этом человек не задумывается. Но болезни телесные, они же в соединении с душой на 80% зависят от нашего образа жизни. А наш образ жизни, он отнюдь не святой и даже не праведный, а он, к сожалению, часто греховный, хотя мы этого не замечаем. Потому что живет человек правильно, праведно, казалось бы, никого не убивает, не ворует, ничего. Нормально живу. Зачем мне показываться священнику? Нет, от тайных моих очисти мя, говорит пророк Давид, от тайных моих очисти мя. Тайные – это в сердце, они тайники, эти гнойники внутренние. Они потом всплывают наружу, тогда уж, когда они всплывут, уже все, уже будет гораздо труднее бороться с этим. Понимаете? Поэтому надо обязательно, не надо про себя говорить, что я такой хороший, и мне не надо показываться священнику. Нет, я такой плохой. Вот возьмите псалтирь, и после каждой кафизмы есть молитва, да? И вот посмотрите, я не помню, после какой кафизмы, там перечень грехов, это говорит кто? Нет, эти молитвы были прибавлены не Давидом, а вообще монашествующими, святыми. Он говорит о себе, что он такой-то, там, тот-то, 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 тот-то. Он это признает на себя. Почему? Потому что апостол Иаков, брат Господень, говорит: как? Если ты согрешил в одном, согрешил во всем. Согрешил пред Господом в одном малом, значит, во всем ты согрешил, нарушил весь закон Божий. Поэтому иди и покажись священникам. Это очень важно. И надо делать терапевтической своей душе обязательно. Никто, кроме Господа, посредством священников законоучрежденной церкви не сможет этого сделать. Священник – это духовный врач. И не надо думать, что если у меня, например, если какие-то есть тайные грехи, о которых я не могу говорить, я священнику это скажу, он от меня отвернется, он меня там будет поливать, кто такой. Нет, наоборот, надо понять закон.
чем больше ты, ненавидя себя, говоришь священнику про себя открыто, тем более священником ты любим становишься. Наоборот, в отличие от человека, даже друга, если другу ты, например, открылся, все, он отвернулся от тебя, что же я тебя считал другом, а ты, оказывается, такой и такой. Нет, здесь совершенно другой закон, духовный закон, закон неба, он противоположный закон. Вот. И потом еще, вот человек, который кажется себя правильным, нормальным, в то же самое время постоянно отрекается Христа. Постоянно против него идут такие слова: кто отречет от меня в этом в мире прелюбодейном и грешном, того значит, не признаю я. Каким образом? Да все просто. Мы об этом говорили неоднократно, просто напомню. Едем мы в автобусе, транспорт общественный, мимо храма мы едем. Мы обязаны перекреститься и помолиться Господу. А человек этого стесняется или еще что-то по каким-то причинам. Это что? Это есть отречение. А я вам скажу так, говоря современным таким языком технологичным, когда мы совершаем крест во время храма, мы соединяемся здесь, связь происходит. Есть вот связь такая МТС, связь Билайн, а здесь связь с Богом сразу. Опа, перекрестился, все, и связь пошла. И связь пошла. Вот когда мимо храма ты проезжаешь. Господь это увидел, это услышал, и все. И что-то сотворяется потом тобой то, что тобой не сотворилось когда-то. Понимаете, это очень важно. И тем более это исповедание грехом. Как мы стыдимся быть... Вот знаете, одна женщина подошла, там, в миссионерской беседке, говорит, я не могу, стыдюсь даже с однослицей крестика даже носить, у нее там рядом мусульмане. Мусульмане ходят открыто в своих мусульманских одеждах открыто, а мы стесняемся крестик носить и перекреститься. И что это такое? На что это похоже? Как после этого Господь придет и скажет, придя, найду ли я веру на земле, где Он найдет своих, когда мы отрекаемся вот этими простыми, за это нас сейчас не убивают. Если раньше, во времена мученичества, за то, что ты перекрестишься, или ты христианин назовешь, тебя убивали, тебя терзали, сжигали живьем. Сейчас ничего этого нет, сейчас наоборот, все открыто, даже позиционируется православие, а мы этого отрекаемся. Или же в общественную столовую зашли, в какой-нибудь гипермаркете. Надо обязательно перекрестите пищу и себя. Надо, чтобы другие видели это. Это исповедание греха, исповедание, простите, христианства. А мы исповедуем другое, противоположное. Через это молчание предается Бог. Вот что значит понимаете, приближение к священному. Когда чем больше ты приближаешься к священному через действие, ты очищаешься. Здесь и сказано, когда, значит, они пошли, они очистились. Они пошли к священникам, исполняя слова Господа, и они очистились. И мы точно так же, чем больше приближаемся чаще к священному, священнику, значит, к иконам, к церкви, к всему тому, что нам дано от Бога, мы очищаемся, освящаемся и освящаемся. А без этого нет. Начинается все с малого. В малом ты не верен, тебе на многим никто не доверит и не поставит, ни 10 городов, ни чего-то другого. Не будет этого. А потом мы удивляемся, почему нам этому не доверяют, почему нам это отрили. Именно из-за этого. Управляет миром не человек, не начальник, не даже не президент, а Господь везде, всегда и вовсюду, и во все времена. Это надо понимать. Вот такое вот наведение о тех словах, что Господь сказал: «Идите и покажитесь священникам». Так что будем исполнять слова Господа, и запомните, что в Евангелии, в Новом Завете нет ничего просто так сказано. Все на своих местах и все для нашего назидания.